прошлой передаче программы «Профи» мы познакомились с авиадиспетчером, работниками службы ЭРТОС, а также с медицинской службой Нюрнбергского центра организации воздушного движения. Мы рассказывали вам о том, как диспетчеры подготавливаются к предстоящей смене, какие требования им предоставляются. Кроме этого, мы посетили радиолокационную службу, посмотрели, как все сигналы радиолокаторов обрабатываются и поступают на пульт диспетчера и многое другое. Итак, что же такое аэронавигация? Сегодня мы продолжим говорить о специфике работы сотрудников Нюрнбергской организации воздушного движения. На плечи авиадиспетчера ложится ответственность за всю зону ответственности Центра УВД. А это территория, которая охватывает воздушное пространство в радиусе около 400 километров. За всем этим громадным воздушным пространством следит один единственный диспетчер. Speedbird 6, Newberg Control, good afternoon, maintain flight level 340, next report at point Vedal. Point Vedal, Speedbird 6. Контроль Якутия 99-94, добрый вечер. Мород, эшелон 380, Кулур, полсотни 5. Якутия 99-94, Нюрнберг Контроль, добрый вечер. Следуйте эшелон 380, Кулур доложите. Якутия 99-94, эшелон 380, Кулур доложит. Бигел 7 часов 12 минут, Virgin 901, эшелон 360. Записала Бигел 12 минут, 901, 360. Вот о своей работе можете рассказать? Мы обеспечиваем безопасность полетов между воздушными судами на воздушных трассах. Наша главная цель. Вот, допустим, какие международные рейсы вы обслуживаете? Американцы, японцы, китайцы, все голландцы, финны. И как часто они пролетают через вашу зону ответственности? Каждый день. Каждый день? С какой периодичностью? Но в основном поток приходит с 6:00 UTC. То есть каждый раз с ними на связь выходите? Да. И что с ними, о чем переговариваетесь? Маршрут полета, эшелон. Обеспечение безопасности полетов при УВД является важнейшим видом производственной деятельности Нюрнбергского центра УВД. Предприятие считает своим долгом использовать все доступные ресурсы для достижения высочайшего уровня безопасности полетов, соблюдения государственных требований и международных стандартов по обеспечению безопасности полетов. Ответственность за обеспечение безопасности полетов возлагается на весь персонал предприятия, от директора до рядовых сотрудников. После отпуска или продолжительного перерыва более чем на 1 месяц авиадиспетчеры проходят обязательную тренажерную подготовку. Это необходимо для поддержания профессиональных навыков. Слова «учиться», «учиться» и еще раз «учиться» особенно относятся к диспетчерам, так как часто происходят изменения в стандартах, требованиях и даже на языке, которым они пользуются. Конечно, диспетчеры общаются на английском, но не на простом авиационном. Здесь, конечно, слова английские, но терминология своя специфическая. Control China 981. China 981, Nürnberg Control, good afternoon, go ahead. China 981, position debit, flight level 310, estimating time point Russet at 30. China 981, Nürnberg Control, position K, maintain flight level 310 and next report point Russet. China 981, Roger, maintaining the flight level 310, next report Russet. Руководство Нюрнбергского центра организации воздушного движения уделяет большое внимание профессиональной подготовке персонала. Специалисты служб движения и ЭРТОС проходят курсы первоначальной подготовки и повышения квалификации по своим специальностям. Особое значение имеет уровень подготовки диспетчеров управления воздушным движением по английскому языку. Международная организация ИКАО выдвигает требования по владению 4-м уровнем английского языка всеми авиадиспетчерами. Этим уровнем нюрнбергские авиадиспетчеры владеют все. Мы сейчас находимся на серверном тренажерном. Для чего предназначена данная тренажерная и с какой периодичностью диспетчеры проходят тренинги?
Данный тренажер называется у нас Эксперт 3. Это третья модификация идет уже с переоборудованием центра. Недавно поступили. Ну, для чего предназначен? Предназначен для поддержания навыков диспетчерского состава. При перерыве более месяца обязательно должен пройти через тренажерную подготовку. То есть после отпусков? После отпуска, при продолжительных курсов и тому подобное. А каким образом это проверяется навыки диспетчера? Ну, как бы тут не проверяется, тут наоборот восстанавливаются навыки. Но тут в основном усилие делается на что? На особой ситуации в полете. Отказ двигателя, как бы могу перечислить, отказ радиосвязи и других систем. Потому что тут в полете. Вот это имитируется на этом. То есть вы создаете ту или иную ситуацию, а диспетчер должен решить эту ситуацию, выйти с этой ситуации. Это грамотно и без потерь. То есть тренажер полностью повторяет то, что стоит на диспетчерской оборудовании? Точная копия того же оборудования, и те же рейсы, те же борты, те же маршруты, трассы, все это, что у нас по факту есть наверху. До этого, когда я сюда приехал, не было тренажера. Тренажер был якутский, единый, по всей Якутии. И мы туда ездили, проходили. Потом постепенно совершенствуется наше оборудование, и нам поступили Альфа-1, это был 99-й год. И к нему, соответственно, Эксперт 1. И так в последующем Эксперт 2, Эксперт 3. Совершенствуется техника, и к нему этот тренажер обязательно прилагается. Ну, ваша должность диспетчер, да? Диспетчер-инструктор. Диспетчер-инструктор. А что самое главное для диспетчера? Для диспетчера или для диспетчера-инструктора? Нет, для диспетчера. Вы же инструктируете. Для диспетчера обязательно нужно, чтобы он был готов при любых ситуациях выйти из положения. Помочь экипажу и тому подобное. Всем службам. А вот сами где обучение проходили, и какие предметы были основными, и как тяжело было учиться вообще? Обучение я в Ригу заканчивал, 4 года Рижский институт аэронавигации. Потом каждые 2 года идут курсы повышения квалификации, английский язык, каждые 3 года обучение, ОВДшное управление воздушным курсы происходит. Это все диспетчера проходят это обязательно, без этого твой допуск аннулируется, и обязательно должны проходить. Это планируется согласно годовых графиков службы. 47-360, нербая вышка, запуск разрешаю. 47-360, разрешаю. 170, понял. По нолям, ГПО 050, Якутия 464, нербая вышка, добрый день. На Энира набирайте эшелон 120, занятие доложите. На Энира набираю 120, занятие доложу, Якутия 464. Якутия 464, нервовая вышка. На 120-м эшелоне работаете с контролем Нербы 124,6. Работаю. Контроль 124,6. До свидания. Удачи вам. 47-360, нервовая вышка, взлетный 081, предварительный разрешаю по РД-2. 47-360, разрешение предварительное. 47-360, небая вышка. 360 понял, предварительный. 47-360, небая вышка. Ветер у земли 240 градусов 1 метр. Выход 200 правым на Мибит. 360. 200 правым на Мибит.
Итак, каждый раз, как только воздушное судно входит в зону ответственности предприятия, обязательный выход на связь. Диспетчер указывает борту маршрут его дальнейшего следования, чтобы самолеты не перепутали свои эшелоны, не меняли свой курс. Авиадиспетчер, не отрываясь, наблюдает за монитором зону ответственности. Конечно же, самолеты не могут сбиться с пути, но могут быть и форс-мажорные обстоятельства. При плохой погоде, отказе навигационного оборудования и другое. Сейчас мы находимся в командно-диспетчерском пункте. Допустим, сейчас диспетчер ведет управление местными авиалиниями. А сейчас мы пройдем в диспетчерскую, где ведется управление воздушными судами на международных трассах. Смена номер 1, 05:00. Егоров Александр Владимирович смену принял. С основными запасными погодой ознакомлен. Литерных подконтрольных нет. Аппаратура проверена, работает. Смену принял. Вот сейчас мы проверяем связь со смежными центрами. Всех я проверил. Сейчас остался Лёкма. Вот громкую связь я включил. Занято. Это значит, он получил на передачу борт. Вот видите, вот самолет идет. Вот. С Мирного. Мирный как раз работал. Почему я так долго ждал? Он как раз не мог мне ответить, потому что работал по передаче самолета. Вот этот самолет сейчас подойдет к Алёкминской зоне. Я вот подниму немножко. Видите, точка вобла — это контрольная точка входа в зону Алёкминска. То есть через зону ответственности? Ой, в основном 12, да, вот, международных. Трасс? Да. И вот львиная доля всех полетов — это, в общем, иностранцы. Наших мало, честно говоря, наших очень мало. Вот смотрите, вот это вот Pacific Airlines, это американская авиакомпания идет. Видите, сколько их тут? Целая куча. Вот Continental Airlines, United Airlines. Он сейчас выполняет кроссполярную линию. Вот если представить земной шар, представляете, да, земной шар? Раньше летали вот так, в обход, а сейчас они напрямую через Северный полюс. Экономится время, топливо и так далее. Очень удобно. Air Canada 031, Air Control. Air Canada 031, over Tibet. Air Canada 031, maintain present level 360, contact Alokma 127.8, bye-bye. 127.8, Air Canada 031. Все, мы с ним попрощались, я ему сказал поддерживать вот этот эшелон, на котором ему задано лететь, и отправил его для работы в Алёкминскую зону. Назвал частоту, и он с ним будет. То есть до Алёкма он без изменения? Он будет, да? Нет, а там уже диспетчер под себя будет, у него может быть пересекающие в это время, понимаете? То есть вот такая вот механика работает. А вот для работы диспетчера какие качества нужны? Какие качества? Ну, в общем, личные качества такие. Быстрая сообразительность нужна, потому что я же вам говорил, от оценки до принятия решения времени очень мало. Вот иногда здесь, вот я сейчас покажу реально вам, да? Вот смотрите, вот здесь заходит самолет. Он на эшелоне 360, ну примерно. И здесь заходит самолет, оказалось случайно по каким-либо причинам, тоже на эшелоне 360. Ну такие бывают моменты, что накладка какая-то произошла. Он пересекал из-за турбулентности, занял ненужный, ну не тот эшелон, который бы надо было. И что получается? Вот смотрите, до точки пересечения здесь ему 2 минуты этому самолету и 2 минуты этому самолету. То есть 2 минуты и до свидания. А тебе надо увидеть, опознать, сообразить, что делать и изменить. А пока пилот начнет тоже двигаться, потом инертность машины, это же тоже какой-то момент времени требуется. Поэтому вот видите, даже вот на этом пересечении, пожалуйста, лимит времени 30-40 секунд. Все. Дальше уже должно быть выполнение действий, иначе не успеет самолет. Потому что для того, чтобы реально отклониться, это надо как минимум 40-50 секунд. А лучше всего минуту. Нет, о развороте не идет речь. Нет, хотя бы чуть-чуть отодвинуть его. Чтобы не было, хотя само по себе это уже инцидент, но хотя бы, чтобы люди остались живые, нам нужно что самое главное? Спасти людей. Так вот, на 40 секунд на принятие решения. Вот подумайте, какая. Весь рабочий день авиадиспетчера записывается вот на этом специальном магнитофоне. Это нужно для того, чтобы при необходимости отследить все действия авиадиспетчера.
постсоветское время российская авиационная отрасль столкнулась с проблемой старения кадров. Сократилось количество учебных заведений, готовящих диспетчерский и летный состав. А в те вузы, что остались, абитуриенты особо не спешили. В итоге штаты диспетчеров и специалистов службы ЭРТОС на 70% укомплектованы сотрудникам пенсионного и предпенсионного возраста. Сегодня ситуация заметно изменилась в лучшую сторону. В последние годы начался активный приток молодых специалистов в отрасль. Во многом это происходит благодаря постоянно проводимой профориентационной работе. Молодой диспетчер центра УВД Аким Акимов работает в предприятии с 2007 года. Молодой человек, еще будучи школьником, впервые увидел, как работают авиадиспетчеры. И тогда-то он твердо решил, что станет авиадиспетчером. И вот спустя некоторое время его мечта сбылась. И как работа, как устраивались, какое учебное заведение окончили? Я окончил вот в 2007 году Красноярский авиационно-технический колледж гражданской авиации. И после этого осенью пришел сюда, устроиться на работу. И вот для начала, первых порах, я работал, пока тренировался, стажировку проходил. Вот стажировка у меня была 3 месяца, первоначально. Вот первые 3 месяца ты чем занимался? Сразу сел за пульт диспетчера? Первый месяц занимался изучением документов, то, что предлагается именно конкретным диспетчерским пунктом. У нас знакомительная работа с документами и прочее. Вот что надо знать для работы на диспетчерском пункте? Какие предметы, какие языки и в каком объеме это надо знать? Так, вот основные предметы, получается, технология работы диспетчера. Здесь такой документ. И вот сейчас у нас введен в ФПИ, федеральное правило. Здесь изучать надо. И еще на английский тоже, если вот предусматривается. Вот английский на каком уровне надо знать? На английский сейчас в данный момент надо иметь 4-й уровень. Сейчас у всех 4-й уровень. Да, практически 4-й уровень. Вот и знание то, что вот у нас если 4-й уровень, то мы каждые 2 года проходим курс повышения. Да, курс повышения. И где проходите и как долго определиться? Проходим в Якутске, там филиал Института аэронавигации есть, и там месяц, примерно месяц занимаемся. Чисто английский получил. Чисто английский учите? Да, чисто английский. С 9 часов начиная и до 2, каждый день, кроме субботы и воскресенья. Как считаешь, какими качествами должен обладать диспетчер? Именно авиадиспетчер? Авиадиспетчер должна быть хорошая память, и еще плюс должно быть умение быстро думать, быстро говорить, и все это четко и согласовано, чтобы все это, все что не впадать в панику, чтобы все компоненты были. 47352, нервовая вышка, нашел он не 50, с второй вышкой 128,0 до обратного. Кто сейчас на связь выходил? На связь выходил рейс Якутск-Сунта, внутренний. А вот этот пульт, он конкретно внутренний или он Нет, со всеми международными или со всеми работает? Чисто внутренний, чисто местные авиалинии летают. Вот у нас на Накын летают, с Смирнова на Накын, с Нербы на Накын летают. И рейсы с Якутска на Нюрбу, на Вилюйск, Верхний Вилюйск и Сунта. У нас вот 4 аэродрома находятся в нашей зоне. Ты как выбирал? Еще в школе определился или как? Когда я в школе был, пока не определялся, сходил на семинар, тут проходили ознакомительные семинары проводились, как и по профориентационным. Я приходил сюда, ознакомился, смотрел, как ребята тоже работали, как они работают. То есть знакомые работали здесь? Да, знакомые работали, и мы приходили,
Мы когда в школе еще приходили, ну, как бы все равно интересно было, как тут работает, как они летают. Ну, когда в школе тоже учились, смотрели, как над небом пролетали там самолеты, вертолеты. И тоже как бы интересно было. И потом, ну, в 11 классе я вот когда учился, ну, да, вот как бы уже там решил, что поступлю на авиадиспетчер, ну, буду учиться на авиадиспетчер. Окончил школу и полетел в Якутск, и там как бы при поступлении надо проходить, ну, ВЛЭК, врачебно-летно-экспертную медицину проходить. И мы прошли вот ВЛЭК, ну, прошли ВЛЭК, потом экзамены сдавали, и потом пришло то, что да, поступил, ну, как бы, уже как бы на один шаг ближе, как бы, почти своей мечте, можно сказать так. В последние годы в авиационной отрасли Российской Федерации приняты ряд руководящих документов, в соответствии с требованиями которых диспетчер в большинстве случаев несет ответственность за своевременное доведение различной информации до экипажа. Принятие же окончательного решения за командиром воздушного судна под его персональную ответственность. Статистика уверенно гласит, воздушный транспорт – самый безопасный вид транспорта. Работа персонала направлена на то, чтобы снизить до минимума количество авиационных происшествий, чтобы не было катастроф, уносящих жизни, чтобы люди не боялись летать. Об аэронавигации на этом все. В следующем выпуске программы «Профи» мы будем говорить о сохранении тепла, экономии и о многом другом. Специально для этого мы с вами посетим завод базальтовых материалов в городе Покровске и узнаем, что такое энергоаудит.